Добрый день, уважаемые абитуриенты! Приглашаем вас для сдачи вступительного экзамена «Педагогика» по педагогическому образованию, специальность учитель начальных классов. Каждый из вас должен понимать, что профессия учителя начальных классов – это мирная, благородная, почетная профессия. И все, кто выбирают профессию учителя начальных классов, они остаются всегда молоды. Это увлекательная и очень интересная профессия, потому что учитель начальных классов, он как энциклопедист овладевает знаниями разных научных и предметных областей и вбирает в себя умения многопрофильной методики. Учитель начальных классов находится в более выгодной ситуации, в отличие от всех других работников образования. У него всегда есть свой отдельный класс, и он хозяин своего класса. И зависит все именно от настроя, от намерения учителя начальных классов. И поэтому учитель начальных классов – это человек, который работает в комфортном кабинете. И сам, как дирижер, определяет именно ход, процесс, результаты работы. Дети начальных классов приходят с открытыми душами. Они доверяют учителю, они его боготворяют. И этот процесс уникальный, увлекательный. И поэтому, выбирая профессию учителя начальных классов, должны понимать, что именно учитель начальных классов, он сегодня востребован. И востребован по той причине, что законы ввели коррективы. Теперь дети обучаются не только в государственной школе, но и в частных школах. И теперь уже возможно и семейное образование. Поэтому учитель начальных классов имеет диплом учителя начальных классов. Он имеет возможность работать и в школе государственной или в частной, и параллельно вести в большом объеме репетиторство. Учитель начальных классов – один из самых востребованных педагогов. Это нужно понимать и знать. И всегда вы найдете себе работу. Потому что место учителя начальных классов он востребован и в большом объеме. Сегодня выпускники являются репетиторами многих учащихся других зарубежных стран. Не только работают в школе, и они очень довольны. Поэтому благодарю каждого из вас, кто решился выбрать профессию учителя начальных классов. Сегодня я консультирую вас, я доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой начального образования Янгирова Венера Магасумовна. Хочу обратить ваше внимание, что вступительное испытание называется «Педагогика начального образования». Форма сдачи дистантная. Вид экзамена – тестирование. Количество вопросов 25. Пожалуйста, обратите внимание, что время ограничено. Минимальное количество баллов вы получаете за тестирование 40, а максимальное 100 баллов. И вход только один раз. Я хочу обратить ваше внимание. Первый вход через логин и пароль, которые вам отправят на электронную почту после того, как вы перешлете или сдадите документы в приемную комиссию. Далее вы входите под тем паролем и логином, который вам пришлют, и после первого входа вы его меняете, свой пароль указываете. Перед каждым экзаменом, пожалуйста, на этот момент обратите внимание. Это очень важно, чтобы перед каждым экзаменом вы 3 экзамена сдаете. Я вас консультирую только по педагогике начального образования. Но перед тем, как на экзамен начать, вы должны обязательно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно ваше лицо.
и главный разворот паспорта, где фото дается ваша фамилия, имя, отчество. Еще раз хочу обратить внимание, время, отведенное на прохождение экзамена, у вас ограничено. У вас есть только одна попытка, всего лишь 60 минут. Если же вы нечаянно выйдете, второй раз зайти вы не сможете. Поэтому убедительная просьба, будьте, пожалуйста, собранней и внимательней. Расписание вступительных испытаний, обратите внимание, предложено на сайте приемной комиссии. Да? И здесь вот стрелочкой указано бакалавриат. И, обратите внимание, стрелками указаны, куда нужно нажимать и выбирать. Расписание вступительных испытаний. Сейчас я с вами записываю консультацию. Обратите внимание, официальный день консультации 23 июля. И в этот день вы можете задавать вопросы, если они у вас будут. Далее, экзамен 25 июля. Будьте внимательны. Резерв 26 июля – это для тех, у кого будет медицинская справка, и именно в этот день, 25 июля, они не смогут войти. Обратите внимание, время указано с 10:00 до 17:00. Но вы должны войти один раз, вот в промежутке этого времени. Пожалуйста, за 30 минут до начала подойдите, еще раз все внимательно изучите. И только с 10 до 17:00 1 час в вашем распоряжении. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Как готовиться к сдаче вступительного испытания? Обратите внимание, здесь вот стрелочка указана бакалавриат, да, и здесь дается программа, вот стрелочкой она указана. На что вы должны обратить внимание в программе? Программа в основном дана в рамках тех знаний, которые вы изучали в среднем профессиональном образовании. Все те разделы, которые были вами и под руководством преподавателя педколледжа, они изучены. Материал несложный. И я уверена, что каждый из вас с этим материалом справится. Вы внимательно программу изучите. Вам представлено и примерное задание. Обратите, пожалуйста, внимание. Всего 25 вопросов, 25 тестов. Тесты носят закрытый характер. Что это означает? Вот дается вопрос, да, например, традиционной задачей начальной школы является вопрос. И 4 варианта ответа. Обучение чтению ребенка младшего школьного возраста, литературное образование младшего школьника, развитие традиции совместного чтения взрослыми и детьми и общее развитие личности ребенка. И вы должны выбрать только один вариант ответа. Это общее развитие личности ребенка. Вы можете галочку поставить только напротив одного ответа. То есть выбор 4, а выбираете только один вариант ответа. Если выбираете 2, то не засчитывается. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. И так далее. Вы внимательно ознакомитесь с примерными заданиями. Ничего сложного нет. И если будут у вас вопросы, обратите, пожалуйста, внимание на контакты. И вы можете нам писать. У меня есть WhatsApp. Я могу дать и номер телефона. 8 987 49 86 098. По WhatsApp, если будут вопросы, можете писать. Благодарю вас всех за внимание.
вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и, главный, разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.